Aš nesididžiuoju tuom, ką šiandieną papasakosiu, Я не горжусь тем, что планирую рассказать сегодня, bet tikiu, kad tai bus dėl jūsų laisvės. но это будет сделано ради вашей свободы. Kad suprastumėt, ką toliau kalbėsiu, jums trumpai reikėtų žinoti porą dalykų apie mano istoriją. Чтобы вы понимали то, что планирую рассказать, надо, чтобы вы знали некоторые вещи о моей истории. Beveik visą sąmoningą gyvenimą aš tarnauju bažnyčiai. Почти всю свою сознательную жизнь я служу в церкви. 9 metų aš kai buvau prie manęs prie šlovinimo lyderio, Когда мне было 9 лет, ко мне пришла лидер прославления pakvietė groti perkusiją и попросила меня присоединиться играть на ir aš перкуссии. pradėjau tarnauti šlovinime. И я начал служить в поклонении. Tada kas porą metų keitėsi tie tarnavimai, bet visada aš tarnavau. Тогда каждые несколько лет мои служения менялись, но получалось так, что я всегда был в служении. Tai yra pavojingiausia vieta būti. И это, наверное, самое опасное место находиться, Mes pastebime tuos, kurie praleidžia sekmadienį, потому что мы замечаем тех, которые пропускают kurie воскресенье, nelanko bažnyčios, которые не приходят в церковь, kurie neskaito Biblijos. которые не читают Библии. Bet sunku pastebėti, kai žmogus visada yra ant scenos, ar tikrai jo dvasinis stovis yra tinkamas. Но сложно понять и заметить, все ли хорошо с тем человеком и с его духовным состоянием, когда человек все время на сцене. Aš buvau žmogus, kuris vaikščiojo su žemėlapiu ir net nesuvokiau, kad tas maršrutas, kurį turiu, veda mane visai ne ten, kur aš turiu būti. Я был тот человек, который ходил по карте и не понимал, что тот маршрут, по которому я иду, он ведет меня не туда, куда я хочу прийти. Ir šie metai pas mane yra didelių pokyčių metai. И этот год — это год больших перемен. Naujas miestas, nauja bažnyčia. Новый город, новая церковь. Aš persikrausčiau ir pradėjau kalbėti su Dievu. Я переселился и начал разговаривать со своим Богом. Dieve, tu man apie Vilnių kalbėjai jau 2 metus, Господь, ты говорил со мной о Вильнюсе уже несколько лет, bet vis sakydavai, kad dar palauk. но ты все говорил, пока подожди. Tai aš paklusniai gyvenau Mažeikiuose. Ну, и я очень так послушно жил в Mažeikiai. Bet štai tu atvedei mane čia. Ну вот наконец-то ты меня сюда привел. Kas dabar? Что теперь? Ko tau iš manęs reikia? Чего ты хочешь от меня? Ir Dievas prakalbėjo. И Бог начал говорить со мной. Jis parodė man sekantį mano gyvenimo sezoną. Он показал следующий сезон в моей жизни. Kokį sezoną visi norėtume pamatyti kaip savo sekantį gyvenimo sezoną? Какой сезон вы бы хотели бы видеть у себя, как следующий сезон? Aš tai manau rugpjūčio mėnesį kokią, ne? Я думаю, наверное, где-то ближе к августу. Lietuviškai labai gražiai. Rugpjūtis yra rugių pjūties metas. По-литовски очень красиво звучит, что август — это то время, когда сжимаются снопы. Ir rugsėjis yra naujo sezono rugių sėjos metas. И сентябрь — это то время, когда сеется рожь. Tai va, bet Dievas man neparodė rugpjūčio. Но Господь мне не показал августа. Jis man parodė tokią gilę žiemą. Он мне показал такую глубокую зиму. Ir tada jis uždavė man klausimą. И тогда он задал мне вопрос. Sako, sūnau, Он говорит: сын мой, tai, ką tu matai, то, что ты сейчас видишь, kokią įtaką tai turi derliui? какое влияние это имеет тебе на жатву? Aš sakiau, jokios. Я говорю: никакого. Visi darbininkai ilsisi. Все рабочие, они отдыхают. Nei vienas kombainas nedirba. Ни один комбайн не работает. Niekas nei sėja, nei pjauna. Никто не сеет, не жнет. Bet jis pasakė, tai, kas vyksta čia, Но он говорит, то, что происходит turi здесь и tiesioginę сейчас, įtaką pjūties potencialui. это имеет явное влияние на потенциал того, что будет сжинаться. Ok, aš pradėjau gilintis. И я тогда начал углубляться. Sniegas Снег, iš tikrųjų turi labai didelę funkciją ir įtaką derliui. он имеет очень большую и важную функцию для урожая, Jis sukuria tokį apsauginį sluoksnį, потому что он делает такую защитную среду, kai mes paviršio turime nulį, когда мы на наружности имеем 0, aplinkoje gali būti net ir -20, вокруг может быть хоть и bet -20, žemė jį giliai nebeužšąla. но внутри, в глубине земли, она не Ir замерзает. kodėl tai svarbu? И это очень важно. Kai žemė neužšąla, Когда земля не замерзает, biologiniai procesai toliau vyksta. биологические процессы, они продолжаются. Žemė atsinaujina Земля обновляется. ir tada pavasarį И jos тогда весной derliaus potencialas yra daug didesnis. потенциал урожая получается намного больше. Taigi supratau, kad Dievas nori daryti manį kažkokį nematomą darbą, И я тогда понял, что Бог хочет во мне делать какие-то невидимые работы. kur aš nebūsiu labiausiai matomas Когда я не буду очень сильно виден, ir nematysiu labai daug jo šlovės pasireiškimo savo и, gyvenime. наверное, не буду видеть очень много проявлений Его славы в своей Bet жизни. tai, ką jis darys mano gilumoje, kur niekas nemato, Но то, что Он будет делать в глубине меня, то, что никто не видит, turės didžiulį įtaką ateities sezonui. оно будет иметь очень большое влияние на мою будущность. Labai rimtas žodis. Очень важное слово, Ir jis серьезное. tikrai padėjo man
Kai persikraušiau ir pradėjau lankyti šitą И bažnyčią, это слово, оно мне очень сильно помогло, когда я переселился в этот город и начал ходить в вашу церковь, kažkaip neskubėt pradėti tarnauti. и начал не спешить служить. Man taip nepatogu ateiti, išbūti tarnavimą ir išeiti. Мне так неудобно прийти, пробыть на служении и просто уйти. Aš per 11 metų tarnystės, aš nebemoku tiesiog. Я за 11 лет служения просто не умею Man так reikia быть. repeticijų, man reikia Мне maldų, нужны репетиции, susirinkimų. мне нужны служения, нужны молитвы. Bet Dievas parodė man, kad aš turiu susifokusuoti į asmeninį santykį. Но Бог показал мне, что я должен сфокусироваться на свое личное общение с Ним. Ir žinot, dažniausiai, kai Dievas keičia širdį, tai yra kaip operacija, И знаете, очень часто, когда Бог меняет сердце, это получается как своего рода операция. labai skauda. Очень болит. Bet šitas žiemos procesas, jis kaip tik yra labai švelnus dirvai. Но этот процесс зимы, он особо нежный для почвы. Ir kad suprastumėt, ant kiek šviežia viską tai yra. И чтобы вы понимали, насколько это все свежее. Aš žinokit, vakar vėlai vakare iki galo supratau, taigi ką vis dėlto Dievas norėjo Я padaryti. только вчера вечером, поздно вечером понял до конца, что все-таки хотел Господь сделать. Ir dabar ta atvirumo minutėlė. И вот это сейчас, это минутка откровенности. Dar nebus žodžio, tiesiog Dievas man parodė tai, ką aš turėjau blogai savo širdyje ir ką jam reikėjo pakeisti. Пока что не будет слова, но Бог мне хотел показать то, что не очень хорошо в моем сердце, и то, что Он хотел бы поменять. Jis man parodė, kad aš tarnaudavau, nes man patikdavo jaustis reikalingu. Он мне показал, что я служил, потому что мне было классно чувствовать, что я нужен. Aš tarnaudavau, nes patikdavo atsakomybė, pripažinimas ir autoritetas. Я служил, потому что мне нравилась ответственность, признание и авторитет. Aš tarnaudavau, nes patikdavo, kaip tai vertina kiti ir gražiai apie mane kalba. Я служил, потому что мне нравилось, как меня оценивают другие и как красиво они о мне говорят. Šitas skaudžiausias bus. Это самое больное будет. Aš tarnaudavau, nes jausdavausi geresnis už kitus bendramžius, kurie net panašių dalykų nedaro. И я служил, потому что тогда я чувствовал себя лучше, чем мои сверстники, которые не делают ничего похожего. Aš tarnaudavau, nes tiesiog buvau įsipareigojęs ir metų metus atlikinėdavau kaip pareigą. Я служил, потому что взял это как свою ответственность и год из года выполнял как свою роль. Aš tarnaudavau, nes bažnyčia nėra labai didelė ir kas kitas, jeigu ne aš. И я служил, потому что церковь не сильно большая, и кто другой, если не я. Būtų mano valia, jūs Если niekas была бы apie tai моя neišgirstumėt. Вы никто об этом никогда ничего не Aš узнали бы. maksimaliai nesididžiuoju šitais dalykais. Я максимально не горжусь этими вещами. Bet šiandien aš stoviu ir aš žinau, kad aš esu laisvas. Но сегодня я стою, и я знаю, что я свободен. Aš šiandieną stoviu ir matau, kad Dievas jis keičia mano širdį. И я стою, и я вижу, как Бог меняет мое сердце. Aš nesu tobulas produktas. И я не идеальный продукт. Ir aš žinau apie pamokslo principą, И я знаю о принципах kad проповеди. visada, kai tu pasidalini kažko nuo scenos, Что всегда, когда ты делишься чем-то со сцены, ateina tokie išbandymai į tą gyvenimo приходят sritį. такие большие испытания в свою жизнь. Tai aš lauksiu, Так, ateis, и я уже буду ждать, потому что они явно придут. būsiu labai išbandytas. Буду очень сильно проверен. Bet tikiu, kad Dievas jūs suteikia laisvę. Но я верю, что Бог дает свободу. Ir ką dar noriu labai stipraus pažymėti. И что очень сильно еще хочу отметить. Visi mano tarnystės metai buvo beprasmiai dėl šitų dalykų. Все мои годы служения, они были бесполезны, бессмысленны из-за именно этих вещей. Visiškai ne. Нет, это Visiškai совсем ne. не так. Jeigu kažkas mato šios dalykus savo gyvenime, Если кто-то видит эти вещи в своей жизни, ar tai reiškia, kad jūs visą gyvenimą buvot nereikalingas Dievui ir Dievas negalėjo nieko per jūs daryti? значит ли это, что вы всю жизнь были не нужны Богу, и Бог ничего не мог делать через вас? Netiesa. Это неправда. Netiesa. Mes niekada šioje žemėje nebūsime pilnai tobuli. Это неправда, мы никогда не будем полностью совершенны на этой земле. Dievas vis tiek naudoja. Бог все равно измеряет, Ir tada tai patogiai. использует. Ir tada tai patogiai. И тогда так удобно. Jeigu man nereikia būti tobulu, kad Dievas mane naudotų, Если мне не надо быть идеальным, чтобы Бог меня мог использовать, tai kam tada stengtis? так зачем тогда так сильно стараться? Tai kam tada kažką daryti? Зачем тогда вообще что-либо Tai kam делать? tada kažkur tobulėti? Зачем где-то Nes juk совершенствоваться? skauda. Потому что это всегда больно. Juk mano ego užminamas. Потому что кто-то наступает на мое эго. Netaip gražiai apie save pradedi matyti, kai Dievas apreiškia kažką. Когда Бог что-то показывает, вдруг не так красиво видишь себя. Žiūrėkit Juozapo istoriją. Посмотрите на историю Иосифа. Juozapas turėjo dvi savybės charakterio. Иосиф имел две особенности в своем характере. Jis buvo pagirūnas ir skundikas. Любил хвалиться и любил обжаловать других. Kaip tu drįsti prieš Juozapą kalbėti? Как ты можешь говорить что-то Kas нехорошее tu toks про esi? Иосифа? Кто вообще ты такой?
Dievas jau turėjo dovaną įdėjęs į jį. Jis jau Бог turėjo sapnų уже išaiškinimą, имел свои подарки, дары, которые вложил в его, bet jis panaudojo vergovės sezoną ir kalėjimo sezoną, но он использовал сезон тюрьмы и рабства, kad paruoštų jo charakterį чтобы подготовил его характер roliai, kuri buvo skirta jam. для той роли, которая была предназначена для него. Dievo planas jau sukurtas tau. Божий план, он уже был создан. Tačiau Dievui reikia dirbti su tavo charakterium, kad tu būtum pasiruošęs. Но Богу надо работать с твоим характером, чтобы ты был готов. Psalmių knyga 139, 16-18. Псалтирь 138, 16-19. Tavo akis matė mane dar negimusi. Ir tavo knygoje buvo viskas surašyta. Dienos, kurias man skyriai, kai dar ne vienos jų nebuvo. Brangios man yra tavo mintis, Dieve, nesuskaitoma jų gausybė. Jei mėginčiau skaičiuoti, jų būtų daugiau kaip smėlio. Atsibudęs, aš tebesu su tavimi. Ты видел меня прежде, чем я родился, и в книге твоей записаны были все дни, отведанные мне, когда ни одного из них еще не было. Как непостижимы для меня замыслы твои, Боже, как велико их число, если бы их мог я сосчитать, но их более, чем песчинок у моря. Sakysiu, jau kartuojas, jau prieš 3 savaitės tą patį kalbėjai, mes jau girdėjom viską. Можно сказать, что я повторяюсь, потому что 3 недели назад я это уже, кажется, сказал, и сейчас то же самое. Aš esu čia pasiruošęs stovėti valandas, kol jūs iš tikrųjų visi patikėsite, kad Dievas galvojo apie tavo gyvenimą, Jisai turi knygą, kur surašyta kiekviena tavo gyvenimo diena. Я готов здесь стоять часы, чтобы наконец убедить вас, чтобы вы могли поверить, что Бог уже приготовил вашу судьбу для вас, и есть книга, где все прописано. Ir kol jūs visi patikėsite, kad jūsų gyvenimas nėra atsitiktinumas ir jūs esate sukurti specifiniam planui iš jo. Пока наконец вы все поверите, что ваша жизнь, она не является случайностью, и вы каждый создан для очень специфического плана прямо от Него. Efeziečiams 2:10. Ефесянам 2:10. Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Потому что мы творение Божие и созданы во Христе Иисусе для добрых дел, совершать которые нас Бог предуготовил. Toliau, pirmas laiškas korintiečiams, pirmas skyrius 26-29 eilutė. Pakalbėkime apie tą Dievo planą. Коринфянам 1:29, 1:26. 1 Коринфянам 1:26-29. У меня нету так. Va druga Biblija. Literally. Ačiū. Turim. Pasižiūrėkite į savo pašaukimą, broliai. Nedaug tarp jūsų kūno atžvilgių išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Bet Dievas išsirinko, kas pasaulyje yra kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas išsirinko, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų, kas galinga. Ir kas pasaulyje žemos kilmės, kas paniekinta, kas yra niekas. Dievas išsirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, kad joks kūnas nesigirtų prieš Dievą. Вспомните, братья, кем были вы, когда Бог призвал вас. Немного было среди вас мудрых по понятиям человеческим, немного и влиятельных или благородных по своему происхождению. Что ж Бог, дабы посрамить мудрых, избрал немудрое этого мира, а слабое этого мира избрал Бог, дабы посрамить сильное. И то, на что мир смотрит свысока, что он презирает, даже считает несуществующим, Бог избрал, дабы ни во что обратить существующее, чтобы никто возносился перед Богом. Dievo planas yra toks didelis, sąmoningai, kad tu pats negalėtum savo natūraliais sugebėjimais jo gyvendinti. План Бога, он такой большой, сознательно, для того, чтобы своими силами ты не мог его осуществить. Nes jei galėtum, Потому что если бы ты мог сделать это сам, tai tada galėsi pasigirti prieš Dievą. ты мог бы похвалиться этим перед Богом. Aš tai padariau. Я это сделал. Aš tai padariau. Я это сделал. Bet ne, Dievo planas tau specialiai toks didelis, kad tu pats negalėtum jo pasiekti. Но нет, Божий план специально для тебя такой большой, чтобы сам этого ты сделать не смог. Ir būtent svarbi mūsų širdies pozicijos pokytis, И очень важно изменение нашего сердца, kad mes suvoktumėm, чтобы мы осознали, kad Dievo planas nėra apie mus. что Божий план, он не о нас конкретно. Mes negalime pasiekti to patys, Мы не можем этого достигнуть сами. bet tai Dievo malonė veikianti per mus. Но это Божья милость, которая действует через нас. Ir tada kaip Paulius,
И тогда, подобно Павлу, kuris sako, girsiuosi savo silpnumais, который говорил, я буду хвалиться своими kad слабостями, Kristaus jėga pasiliktų per mane. чтобы сила Иисуса Христа, она могла действовать через меня и осталась во мне. Didžiausia sėkmė, Самая большая удача, kurią tu gali которую ты можешь pasiekti savo jėgom, достигнуть своими силами, yra niekas, это ничто, palyginus su tuo, ką Dievas gali padaryti per tave. сравнивая с тем, что Бог может сделать через тебя.